Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева и главные события понедельника. День знаний с особым гостем. Глава региона принял участие на праздничной линейке к 1 сентября в родовом селе. Маршрутом первосентябрьских поздравлений. Сегодня в Чеченской Республике за парты сели более 300 тысяч учеников. Среди них 30 тысяч первоклассников. Рамзан Кадыров продолжил серию визитов в Грозном. Новая площадка для развития. В центре все возможности для развития таланта ребят. Например, пространство памяти, где любой желающий может попробовать себя в съемке контента. В столице заработал новый современный центр для молодежи. День знаний – это праздник, который объединяет поколения. Глава региона подчеркнул это, посетив праздничную линейку ко Дню знаний в школе своего родного села. Он лично поздравил учеников, их родителей и педагогов с началом учебного года. Репортаж Турпали Тайсумова. В родовом селе Ахмат-Юрт Рамзан Кадыров вместе с представителями своей команды посетил торжественную линейку, посвященную Дню знаний. Она состоялась в средней школе номер 1 имени Героя России Ахмата Хаджи Абдулхамидовича. Все начинается с национальных гимнов страны и субъекта. Марш Дорилшу Хеши. Рамзан Ахматович, разрешите торжественную линейку, посвященную празднику «Первый звонок», считать открытой. Школьники торжественно внесли знамя, а затем возложили цветы к памятному обелиску первого президента Чеченской Республики, а также его соратников, погибших в борьбе с международным терроризмом. Как отметил в своей речи глава региона, в этом году в школу пошли 30 тысяч первоклассников, и они обязательно станут достойным будущим для их родины. Около 300 тысяч первоклассников. Дон. Цахин условия шедосон. Министр образования да Хойбаден Беркл Дерес على سائوات министерство سخلوا عضوي يوين دزلادو ويرتاح على وقعدون دين عام وشدون وصل دين عام من صوت عقي образование получить дон دعنا يشو دواغش متى ما بيرتكل чундерс شو عالي زبدون чтобы вы не боялись дон мечтать и стремиться дон будущему дон так дон вы это хрбас дон شي стремиться дища выршвек дон саха дон волрвас дон Tarandon, Oskole, 95 bij de bootbuurtstand. We uiterden ook op best aan, maar dat moet als derskabu. Dat zij beest wat ik dat ze hebben, dat balan, afslag balan, ze zonder we echt ook is goede laagdon, ik is de laagdon. We daar maar dan, die zou buiten toch we daar het boer zodat je aan door daar het staan. Je moet zo door, daar gaat het helemaal serieus. И вот наступает радостный момент. Звенит звонок, означающий начало учебного года, а затем трогательные стихи. Они были посвящены этому особенному для детишек дню. В каждом исполнении много радости и искренности. Не менее завораживающе выглядят национальные танцы от маленьких мужчин, которые исполняют не хуже взрослых. В школе номер 1 села Ахмат-Юрт на путь знаний вступили около 100 детей. Преподаватели обучат их всему необходимому. В такой торжественный день проводить праздник в присутствии самого почетного гостя – это двойная радость. Желаю удачи во всем, терпения, трудолюбия, чтобы они старались во всех делах быть первыми. Смотря на нашу республику, все это заслуга Рамзана Ахматовича Кадырова.
Каждый родитель рад за своего ребенка, а ведь это веселое начало пути, который продлится минимум 9 лет, а дальше на усмотрение школьника и его семьи. У детей хороший настрой на учебу. С такими качествами им не страшны никакие уроки. Скорее наоборот, все легко, как исполнение стихов. Мы рисуем, вырезаем, лепим, знаем все цвета. И о школе мы мечтаем, есть у малышей мечта. Почему вот так красиво? Потому шепнули ивы, что стоим мы надалеко, наш красивый такой. Этот день охватил каждую школу в субъекте. У детей праздник, ну а вскоре начнется и сама учеба. Руководство создало для этого все условия, а успеваемость будет зависеть только от самих учащихся. Без всякого сомнения, у всех школьников сейчас начинается интересное, яркое и насыщенное время. Они проведут его под четким руководством любимых учителей, одноклассников и друзей, осваивая интересную школьную программу. Турпа Лолита Исумов, Алисхан Кацулов и Сайтымин Мусаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. К продолжению праздничных визитов Рамзан Кадыров прибыл в столичный центр образования, где также принял участие в торжественной линейке к 1 сентября, чтобы поддержать праздничную атмосферу и отметить значимость Дня знания. Слово Лейль Муртазовой. Традиционно Рамзана Кадырова вместе с первой леди Медни Мусаевной в центре образования встречают национальным танцем. Школьники открыли День знаний с праздничной линейки и мероприятием. В этом году учебное заведение принимают 48 первоклассников. Далее гимны страны и региона были исполнены учениками. В своем обращении руководитель субъекта подчеркнул, что школа – это ключевой этап в жизни каждого ребенка. И важно учиться ответственно, так как знания, полученные сейчас, определяют успех в будущем. Школа – это важный этап жизни для школьников, для будущего. Вас воспитывают и отправляют на продолжение учебы в последующем, как вы получили образование, тем не менее, без характера не получается. С характером, кто закончил школу, тот получает достижение развития отношений между народом и республикой. Это занять достойные места, где мы будем ждать вас на руководящих должностях. Мы уже стареем, нужна новая сила, новая энергия и энергетика. Поэтому желаю вам всем, чтобы вы выросли достойно и продолжать делать нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На протяжении многих лет Центр образования готовит и выпускает одних из лучших образованных молодых людей. Выпускники по традиции возложили цветы к мемориалу памяти героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Перед собравшимися выступили младшеклассники. Они наполнили линейку праздничной атмосферой. Особенно проникновенно стихотворение прочитали Абдуллах и шейх Ахмед Кадыровы. Он не знал ни слабости, ни страха, и мужество безмерным обладал, и с чистым сердцем, с верой в Аллаха, он шел всегда вперед и побеждал. Его слова и мудрые советы вселяли веру, все преодолеть. Мы любим, помним, чтим его заветы. В них каждый смог суть истинную познать. Живи в веках, достойный сын чужбин, живи в сердцах людей, согретых твоим сердцем. Благословенный край, Аллах тебя храни. Ахмат Хаджи навечно жив в стихах поэтов. После исполнения стихов школьников праздник продолжился музыкальным номером, который был посвящен первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову. И вот наступил самый ответственный и волнующий момент – первый звонок. Эта честь выпала первокласснику Юсуфу Мацуеву и 11-класснице Самире Магомадовой.
Линейка завершилась памятными фотографиями с Рамзаном Кадыровым. В новом учебном году особое внимание будет уделено начальному звену, повышению качества образования и преподавания и созданию комфортных условий для школьников. Сегодня в Чеченской Республике за парты сели более 300 тысяч учеников. Среди них 30 тысяч первоклассников. Отметим, что новый учебный год объявлен годом начальной школы. Лейла Муртазова, Ислам Нацуров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Праздник знаний объединил всю республику. Сегодня торжественные линейки проходят во всех, без исключения, школах. Наряду с государственными учебный год начали и частные образовательные учреждения. В их числе частная школа «Университет», которая также распахнула свои двери для учеников. На линейке побывал наш корреспондент Ахмед Рамазанов. Частная школа «Университет» открывает учебный год для сотни школьников. Этот день здесь традиционно начинается не просто с линейки, а с настоящего праздника, с музыки, танцев и всеобщего ликования. Особое внимание, конечно, тем, для кого этот звонок прозвенит впервые. За моей спиной море белых бантиков, нарядных учеников и сияющих глаз. Для кого-то этот день долгожданная встреча с друзьями, для кого-то старт к новым победам, а для первоклассников начало большого путешествия длиной в 11 лет. Здесь сегодня царит особая, ни с чем не сравнимая атмосфера. Смесь волнения, радости и гордости. С напутственными словами к ученикам обращаются директор и гости праздника. Они пожелали ребятам упорства, старания и, конечно, высоких оценок. Особые слова приветствия и самые теплые пожелания я адресую нашим первоклашкам, которые сегодня такие замечательные, красивые, невероятные, умные. И я уверена, что в будущем они станут профессорами, академиками, космонавтами и будут открывать новые горизонты. Марьям Термулаева сегодня пошла в первый класс. Для нее это важная глава в жизни, новые знакомства и друзья, с которыми она будет познавать мир знаний. Я хочу в школу, я буду хорошо учиться. Я хочу стать врачом. Также на мероприятии присутствовал руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева, которая поделилась словами напутствия ученикам. Это очень важный праздник, потому что в основе любой профессии или даже в хобби лежат знания. Роспотребнадзору очень важно напомнить, что основа, фундамент любых знаний – это здоровье. Школьникам хочется пожелать новых знаний, продуктивной учебы. Пусть этот год пройдет легко и интересно. Вот и прозвучал первый школьный звонок в этом учебном году. Он возвестил о начале большого и важного пути к новым знаниям и открытиям. Для кого-то этот путь только начался, для кого-то он выходит на финишную прямую. Но для всех, без исключения, это дорога в будущее, яркого и успешного учебного года всем ученикам и педагогам. Ахмед Рамазанов, Мусар Ходжиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Ну а жителям села Новотерское День знаний принес особенный подарок. Сегодня там распахнула свои двери новая начальная школа. Современное здание, оборудованные классы – все создано для того, чтобы дети могли получать качественное образование. Подробности с открытия у Линды Жамалдиновой. День знаний для жителей села Новотерское стал по-настоящему историческим событием. После недолгого ожидания здесь распахнула свои двери новая начальная общеобразовательная школа. Открытие прошло торжественно. Благодаря политике нашего руководителя, главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, в республике открывается много новых учреждений, отвечающих всем нормам и требованиям для образовательных процессов. Благодаря ему, можно сказать, ежемесячно, еженедельно открываются все объединенные здания и учреждения. Особенно трепетным этот день стал для 66 первоклассников. Для них сегодня начнется совершенно новый этап жизни в стенах прекрасной современной школы. В школе многое узнаем о своем любимом крае, о горах и океанах, о материках и странах. С традиционного разрезания алой ленты новая школа официально открыта. Это символическое действие ознаменовало старт большой учебной жизни для этого современного образовательного центра. Что вы сказали, ребята, кто-нибудь? Вам нравится? Да.
Образовательное учреждение носит имя Махмуда Амаева, прославленного снайпера Великой Отечественной войны. Он уничтожил 253 немецких солдат и офицеров. Этот день особенно волнителен не только для первоклашек, но и для педагогов. Для них начинается большая и ответственная работа. Средней школы цани дюшдер, хенти готудер, хенти хаз хухор класс чувак, гуштух мус агор дешер хоиш, деш хансан, цансан, ноколоятсах, мус агор обстановка ю дешер хой самука долш. Эмоции родителей и детей сложно передать словами. Впереди у них долгий и увлекательный путь к знаниям. Такие уютные кабинеты, все так схвачено, компактно, все красиво. Хочется от души сказать, в первую очередь, огромное спасибо нашему главе Чеченской Республики Кадырову Рамзану за его умение, за его желание, чтобы возродить нашу республику. Спасибо за эту красивую школу. Я буду тут учиться. Она очень красивая. У меня кабинет очень красивый. Мне очень нравится. Школа построена в рамках федерального проекта по повышению устойчивости объектов в сейсмических районах. Новое здание рассчитано на 360 ученических мест и отвечает всем современным стандартам безопасности и комфорта. Теперь эта современная красивая школа готова наполниться самым главным – детскими голосами, новыми знаниями и открытиями. Сегодня здесь подарили уверенность в завтрашнем дне и огромные возможности для нескольких поколений учеников этого села. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В столице стало на одну точку притяжения больше. Сегодня в Грозном открыли новый современный молодежный центр. Это пространство, где молодые люди смогут заниматься творчеством, получать новые навыки и реализовывать свои самые смелые идеи. Рабиат Гайтиева расскажет подробнее. В Грозном кипит особое оживление. На одной из центральных улиц города распахнуло двери новое здание – молодежный центр Чеченской Республики. Просторное, современное, наполненное светом и идеями. Оно призвано стать точкой притяжения для сотен молодых людей, стремящихся к развитию и самореализации. Центр создан для концентрации самых актуальных и востребованных молодежных и инициатив проектов. Новое двухэтажное здание общей площадью помещения более 1000 квадратных метров и представляет собой многофункциональный кластер, где каждый молодой человек найдет пространство для самореализации творчества, образования и отдыха. Торжественное открытие посетил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, члены правительства республики, общественные деятели и представители молодежных объединений. В своей речи министр по делам молодежи Чеченской Республики Рамзан Висмурадов отметил, что открытие учреждения станет важным шагом в развитии региона. Открытие этого центра стало возможным благодаря усилиям нашего национального лидера, главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Здесь будут рождаться смелые идеи, раскрываться таланты и строиться будущее. Мы верим, что отсюда выйдут новые лидеры, которые прославят нашу Чеченскую Республику на всю страну. Вице-премьер правительства, министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов подчеркнул, что это место станет важной площадкой для поддержки инициатив молодежи. Данный объект носит значительный вклад в общество развития подрастающего поколения. Хочу выразить благодарность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за его поддержку строительства таких важных объектов и федеральному центру. Также выразить благодарность министру молодежи Чеченской Республики Висмурадову Рамзану Абузайдовичу за большой вклад в развитие молодежной политики Чеченской Республики и всем, кто принимал участие в реализации данного проекта. По словам Григория Александровича, создание таких центров в регионах становится стратегической задачей и ресурс для развития молодежных сообществ. Программа «Регион для молодых» реализуется по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. И я хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, потому что действительно все, что делается руководством республики, делается для молодых людей. Это очень важно, потому что молодежь – это будущее нашей страны, будущее
республики, будущее Северного Кавказа и открытие таких пространств – это как раз вложение в молодых людей. По распоряжению главы Чеченской Республики за весомый вклад в реализацию государственной молодежной политики благодарственным письмом был награжден Григорий Александрович. Награждается благодарственным письмом главы Чеченской Республики Гуров Григорий Александрович, руководитель Федерального агентства по делам молодежи. В свою очередь, благодарственным письмом Григорий Гуров отметил вклад Рамзана Бусайтовича в развитие молодежной политики в Чеченской Республике. После официальных речей состоялась церемония открытия. Гости прошлись по современному зданию и осмотрели просторные залы. Это небольшое помещение для проведения совещаний, просто пообсуждать. Есть современный экран, сенсорный. Нормальный зал. Очень красиво сделано. Очень богато смотрится. Это как раз спасибо по федеральному стандарту. Двухэтажное здание площадью более 1000 квадратных метров построено по принципу многофункциональных кластеров. Свыше 20 специализированных пространств, от залов для дискуссий и проектных команд до студий вещания, творческих мастерских и зон для массовых мероприятий. В центре есть все возможности для развития таланта ребят. Как пример, пространство памяти, где любой желающий может попробовать себя в съемке контента. Площадка станет точкой концентрации для общественных инициатив, добровольческих движений и спортивных объединений. В нем молодые люди смогут получить не только знания, но и практические навыки и умения. С 1 января 2025 года по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина запущен национальный проект «Молодежь и дети». Туда собраны все проекты и программы для молодых людей. Это и по линии Росмолодежи, по линии Министерства просвещения, по линии Министерства науки и высшего образования, от ремонта школ и строительства кампусов современного международного уровня университетов, до проектов общества знания России, страны возможностей, Росмолодежи, проектов «Больше, чем путешествия», для того, чтобы узнать свою страну. Мы вместе, целый федеральный проект для того, чтобы помогать, для того, чтобы быть полезными, для того, чтобы делать добро и помогать нашим ребятам в рамках специальной военной операции. Поэтому вот это все сконцентрировано сейчас в национальном проекте «Молодежь и дети». Молодежный центр – это современное пространство и символ того, что молодое поколение республики получает новые возможности для реализации своих амбиций и талантов. Ребят Гайтиева, Моцар Хаджиев, Ахмед Хизлиев, Вести, Чеченская Республика. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний. В празднике принял участие руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Кроме того, на торжестве присутствовали министр по делам молодежи Чеченской Республики Рамзан Мисмурадов и министр культуры Иса Ибрагимов. В рамках церемонии состоялось награждение. Григорию Александровичу была вручена почетная грамота от ректората ГГМТУ. Росмолодежь, в свою очередь, удостоил благодарственным письмом Ису Магомед Хабиевича и само высшее учебное заведение за вклад в реализацию государственной молодежной политики. На самом деле я с завистью смотрю сейчас на вас и с уважением сегодня здесь нахожусь, потому что действительно вы учитесь в достойном университете. Я сосед, я родился и вырос в Ставрополе и всегда знал, что если ты хочешь дальше хорошо жить, надо стать нефтяником, и лучше всего учиться в Грозненском нефтяном. И это очень важно, потому что вы действительно в достойном месте, у вас действительно очень достойный коллектив преподавателей на федеральном уровне. И ректор, и все руководство университета очень известный, и действительно у вас большое будущее вместе в нашей большой великой стране. Социально значимая работа продолжается. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова системно оказывает адресную помощь семьям военнослужащих, погибших при исполнении. Для них это не просто работа, а долг и дань памяти перед героями и их близкими. Слово нашему корреспонденту.
В эти непростые времена, когда вся страна объединена общей целью, как никогда важна поддержка тех, кто потерял самое дорогое. Региональный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает свою масштабную благотворительную деятельность, оказывая адресную помощь семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Всем семьям оказали материальную помощь. والمخاء وأوكرانيا حا بول وبجش خلان شل الله تعالى وخوب دويل وزين شل مارشل دويل أتانا وكوش وكوش تعدق ناس عشاء ومحك الأرحى ومحدث وفتش رمضان حرس إشت مخنانس أيمان إصلاح وإجسان شلو يلا إشت وتجابل كنتري أقصير موكش مرش وإشت بيرزيد الله دال إشعالش بيتال إشتا هو ما خداه إشتا سانشلو دال أبو دوال زيرة الله دال وكنتي عالش بويلة أقا وكنتي مجمع بيرز بويلة الله دال يحبرك تيويلة. Единовременные выплаты в размере по 100 тысяч были вручены родным и близким героев, отдавших свои жизни во имя защиты Родины. ويبوسوا بجشتير دا صادق أيماني رمزاني دقلات شمانتي دا إمساق قاتشوش تطيق حقوشتو تاني همان يقور دوقشتات دا تشيل دوق قرمسيلي بسو دا شاك أبل ساق دويلها ديلا ريس كونتيان ديلا شيدا دويل دا أبل ساق دويل خردايتن دو ساق أيماني نادير رمضان نادر أحمد حاجي نادر وسيل وجدار دار ساق دويل سوغشتا أيماني رمضان دير مصو بلجانتيل بيسنجانتيل دار ساق دويل سوغشتا أدوز هو دار شون ساخيلا بأيتين شيلا أبو ساخيلا إيش ترجوير بالقاشر دخم دخل رئيس كلشون دالي دخل دنجي أدوز هو دار ديكنز بيخم كلايتو ما سانش. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова уже многие годы является флагманом благотворительности не только в Чеченской Республике, но и далеко за ее пределами. Помощь семьям погибших героев – одно из ключевых и самых важных направлений его работы. Еще раз доказывающее, что в России никто не останется один на один со своим горем. Ахмед Рамазанов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. На повестке стояла тема обсуждения проблемы отсутствия у детей интереса к учебе, психологические проблемы, причины их возникновения и вариации поддержки детей в таких ситуациях. В здании Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошел круглый стол с участием представителей Союза женщин региона. Главным организатором выступил родительский клуб «Синьоухо». В процессе обсуждения они разобрали варианты того, как можно привлечь молодое поколение к своим обязанностям. Основные причины, это все связано, конечно, с такой нашей современной жизнью, так скажем, вот эти гаджеты, вот это конкретное вот влияние улицы на детей, вот занятость родителей, многих самих родителей нужно еще воспитывать, поэтому вот основные причины в этом. И то, что как бы палка о двух концах, все в достатке живут, и от этого как-то совсем другое отношение ко всему этому. Ну и, как я уже говорила, вот немаловажно вот именно, чтобы дети росли, воспитываясь именно трудовое воспитание, чтобы дети понимали, откуда этот насущный хлеб берется, что вот без учебы они не могут становиться специалистами в разных профессиях. Мы можем только как-то агитировать, пропагандировать вот тем, что мы стараемся проводить свои мероприятия и в школах, и в садиках, бывает посещение, и в вузах. Вот вы видели, сегодня присутствуют и представители Совета девушек с вузов. Вот только лишь вот в этом плане. И личным примером тоже, конечно. В Дагестане завершил работу фестиваль национального вещания «Голос Евразии». Это событие собрало ведущих журналистов из десятков регионов страны. Участники представили лучшие проекты и наметили пути развития национального вещания. Специальным призом была отмечена работа телерадиокомпании «В войнах». Его получила директор телерадиокомпании Рузана Веселаева. Подробности церемонии награждения в сюжете Рамзана Боева.
зажигательной лезгинки стартовал в Дагестане Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии». С приветственным словом к участникам выступил заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Этот форум посвящен взрослым вещанию национальных языков. Как вы знаете, ВГТРК ежедневно вещает на 57 языках и наречиях народов Российской Федерации. Такого нет нигде в мире. Спасибо вам за ваш труд, потому что без ваших работ этот форум, наверное, бы не состоялся. А то, что вы делаете каждый день, производите программы на всех языках народов Российской Федерации, объединяет нашу великую страну. На конкурс поступило около 400 работ от 50 телерадиокомпаний. ГТРК «Войнах» получила специальный приз на торжественной церемонии награждения. Награду директору Рузане Веселаевой вручил Идрис Курбанов, руководитель дагестанского филиала фонда «Защитники Отечества». ГТРК «Войнах» за передачу Саиды Гаркашевой «Республика». Пожалуйста, попросим подняться на сцену. Добрый вечер, дорогие друзья. Хочу сказать, что поездка в Дагестан для нас всегда большое счастье. Когда здесь мы получаем подарки, так в войне. Огромное спасибо Латвии за теплый прием. Большое спасибо уважаемому Рифату Абдулгаповичу за то, что есть у нас возможность проводить такие теплые встречи, общаться друг с другом, принимать опыт и просто отдыхать в море. Спасибо большое нашему руководству, Олегу Борисовичу, нашему руководству республики, Рамзану Ахматовичу, всем, кто нам помогает, нас поддерживает. Спасибо большое. Отмеченная программа называется «Республика». Автор Саида Гакашева рассказала в ней о битве за Кавказ на железнодорожном разъезде тепловодной, сыгравшей ключевую роль в Великой Отечественной войне. Грозинская оборонительная операция – это отрезок нашей истории, который не вошел в летопись Великой Отечественной войны. Мы посчитали, что данное событие заслуживает, чтобы о нем говорили, потому что оно имело важное значение в системе обороны Кавказа. Грозинская оборонительная операция – это страница героизма, трудового и военного подвига, которую нельзя забывать. Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам конкурса «Голос Евразии» за высокую оценку и специальный приз, которым была отмечена программа. В программе фестиваля мастер-классы, фотовыставки, дискуссии, конференции «Году защитника Отечества». На круглом столе о роли СМИ в сохранении культурного кода Рифат Сабитов особо отметил вклад ГТРК «Войнах» в это направление. Ну, как пример, допустим, пример, я считаю, для подражания ГТРК «Войнах» Чеченской Республики. Какие замечательные мультфильмы, детские программы вы делаете, это фантастика. Я вот вчера смотрел очередной раз эфир, просто потрясающий. И даже на детском Тефикс уже 2 года подряд ГТРК «Войнах» получает первое место гран-при именно детских программ. Аплодисменты, товарищи. Республики, которые с детства прививают людям действительно уважительное отношение к своей культуре, к языку. Как пример здесь можно и Чеченскую республику представить, и Ингушетию, да, и отчасти Дагестан. Сейчас я, наверное, хочу попросить все-таки тогда Рузану Нуравину рассказать о том, как замечательно все-таки в республике сохраняется язык. Особое внимание было уделено сохранению языков. Чеченский, один из самых крупных из входящих в кавказскую группу, имеет несколько диалектов и статус государственного. О работе, проводимой властями в сохранении родного языка, рассказала Рузана Веселаева. Соглашусь, и в нашей республике также с вами согласятся с тем, что все идет в первую очередь из семьи. Хочу сказать о том, что 2023 год по получению Рамзана Ахматовича был объявлен годом родного языка. Все силы были направлены на популяризацию нашего родного языка. И на уровне совещаний, на самом высоком уровне республики обсуждался вопрос сохранения, так как чеченский язык еще несколько лет назад был в числе умирающих языков. Есть над чем работать, но за последние 6-7 лет могу смело сказать о том, что язык он развивается, и власти, СМИ, все совместно мы прилагаем усилия. 5-й фестиваль в Дагестане был нацелен на обмен опытом в создании национальных телерадиопроектов, а также на объединение представителей регионов для сохранения и развития народных традиций. Журналисты уже готовят новый контент для следующего конкурса. Рамзан Абуев, Магомед Утаков, Вести, Чеченская Республика.
В Грозном прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом и приуроченный к 74-летию первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За звание сильнейшего коллектива сражались 4 команды. Яркая борьба, накал эмоций и все ради одного трофея. Итоги в нашем следующем сюжете. Первый удар и мяч в сетке ворот. Турнир по мини-футболу в Грозном сразу задал высокий темп. На поле Академии футбола «Рамзан» встретились 4 команды, чтобы побороться за первенство в соревновании, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом и приуроченном к 74-летию первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Этот турнир проводится ежегодно уже на протяжении 15-16 лет нашим министерством. Участвуют сегодня команды ПДН, это трудные подростки, которые состоят на учете в МВД. Ветераны футбола, которым за 60 и старше. Команда сборной палестинцев, которые проживают в Чеченской Республике. Ну и сборная журналистов от Миннац. Значит, цель этого мероприятия заключается в том, чтобы вот наше подрастающее поколение, это ребята, которые где-то в какой-то степени оступились, они стоят на учете, и чтобы приобщить их к здоровому образу жизни, чтобы они пообщались с ветеранами футбола, и госслужащие здесь, и журналисты. Поэтому основное внимание на них и цели и задачи, как я сказал, в борьбе против терроризма, чтобы они далее не отступали, чтобы они чувствовали внимание к себе со стороны властей, со стороны общества. Фаворитами с первых минут стала команда Миннац Информ. В стартовом матче против сборной палестинцев журналисты быстро вышли вперед. 2 гола подряд задали тон игре. Однако соперники сумели отыграться, и к концу первого тайма счет был ровно 2-2. После перерыва Миннац Информ добавил скорости и довел дело до уверенной победы со счетом 4-2. Решающий мяч в ворота забил Шамиль. Ветераны футбольного клуба «Войнах» доказали, что возраст не помеха азарту. Они обыграли как подростков, состоящих на учете в ПДН, так и сборную палестинцев. И до последнего претендовали на первое место. Самым напряженным стал поединок между Миннац Информ и Войнах. Один точный удар в первом тайме принес журналистам победу со счетом 1-0 и закрепил их лидерство в турнире. Турнир завершился победой команды Миннац. Игроки продемонстрировали слаженность и также волю к победе, одержав верх во всех 3 матчах. Футбольный клуб «Войнах» расположился на 2-м месте, доказав, что опыт и продуманная тактика способны успешно конкурировать даже с более молодыми соперниками. Игра была очень интересная, созидательная, но игра очень сложная была, конечно, с палестинцами. Ребята молодые, дерзкие, сильные, играющие ребята. Но в конечном итоге мы победили, итог заняли 2-е место. Конечно, надо отдать почтение национальной политкоманде, ребята, игравшие в лигах, высшая лига, первая лига, очень сильно играли. Заслуженно они заняли 1-е место. Так, мы тоже. Ну вот у нас эти ребята играли, подрастающее поколение, 4-я команда была, очень сильные ребята. Ну, у них есть опыт, часто играют в футбол. Я бы желал, чтобы почаще они ходили на тренировки, играли в футбол, посмотрели, как ветераны играют, взяли опыт у них. И в дальнейшем у них будет четкая игра. На 3-м месте сборная палестинцев, а 4-ми стали подростки на учете ПДН. Но независимо от результата, они получили специальный приз от помощника главы, министра национальной политики, внешним связям, печати информации Ахмеда Дудаева. Каждое действие на поле демонстрировало мастерство, стратегию и азарт, объединяя участников общей энергией. как тренер, дальше Миннацу между ведомствами турнира. То есть Войнах, Грозный, Пути, Эцега, Хайо Дуадуа Лоуство. С турнира. 2 подряд первое место, я kan Войнах телекомпания. Ошо да мал, як ниет до. Халахи до каждый год нам халахут хоно. Тасуду да мал як. Ахри сборной Миннацу Ошту ача. Хозаха оно хазберт асани диктасалоя. Кеча цайна лоушо первое место шо.
Эти соревнования показали, спорт способен объединить поколения, народы и разные судьбы, превращая простую игру в инструмент мира и взаимопонимания. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.